Добрый вечер. Сегодня 21 марта, четверг. Это 763-й день аннексии Крыма. Вы смотрите «Заман». Украина хочет разорвать дипломатические отношения с Россией. Комитет Верховной Рады по иностранным делам вчера одобрил такой проект постановления. Документ вынесут на рассмотрение после соответствующего решения на Согласительном совете парламента, ориентировочно 11 апреля. В случае его одобрения Кабинет министров в течение месяца должен подать на рассмотрение Верховной Рады проекты законов Украины о прекращении или приостановлении международных договоров России и определить страну, посольство и консульство которой будут представлять интересы Украины. Верховная Рада призвала мир вступиться за Меджлис. Сегодня там голосовали за соответствующее обращение. Рада требует от России немедленно прекратить политику, направленную на нарушение прав человека и свобод граждан в Крыму, как неотъемлемой части суверенной территории Украины, в том числе прав крымских татар как коренного народа Украины. Также депутаты призвали мировое сообщество принять все необходимые меры для недопущения запрета деятельности Меджлиса крымско-татарского народа. Обращение будет направлено Организации Объединенных Наций, Европейскому парламенту, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, мировым лидерам и всем членам международного сообщества. Багато кримських татар, які в час війни, повномасштабної війни, довели, що вони частина українського народу. А ми всі добре бачимо, що в сучасному світі справжні сильні політичні нації з'являються, коли патріотизм об'єднує людей різної крові, різної віри. Коли ми доводимо, що Україна різна, але єдина і сильна. Коли ми доводимо, що плече в плече готові за неї боротися, то велика ганьба буде, якщо Рада не прийме цієї постанови. Крим був національним проєктом сучасної Російської імперії і є ним нині. І у кримсько-татарського народу був вибір – продатися москалями чи лишитися вірними собі і лишитися вірними великому українському народу, частиною якого вони є. Крим татарлар, Українанен беребер. Шарта юзбен гербін тарафтан фаджели. Крим ванат мілет. Слава Україні! Дело 26 февраля рассыпается из-за отсутствия доказательств. Об этом заявил член Меджлиса крымско-татарского народа Искендер Бариев в эфире Громатикова. Подобное заявление ранее делал адвокат Николай Полозов. Ахтема Чийгоза, Али Асанова и Мустафу Дегерменджи держат для того, чтобы обвинить в экстремизме. У оккупационной власти недостаточно, рушится дело с 26 февраля, потому что очень много тех показаний, которые дают свидетели, которые дают так называемые пострадавшие, они явно сшиты белыми нитками, эти дела. И поэтому для того, чтобы усилить, нужно находить новый виток, новую проблему. И в первую очередь основным фигурантом является Ахтем Чийгоз, заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа. И для того, чтобы организацию объявить экстремистской, как и было сказано в репортаже, а может быть даже и террористической, и таким образом этим же политзаключенным, по которым идут дела по делу 26 февраля, еще прибавить экстремистскую деятельность. Семья Энвера Бекирова до сих пор не понимает, почему его задержали. 11 февраля к ним пришли силовики и провели обыск. Ничего запрещенного не нашли. Отвезли Бекирова на допрос, и с тех пор он в СИЗО. Энвер был председателем мусульманского общества поселка. Прокуратура аннексированного Крыма обвиняет его в участии в запрещенной в России организации Хизбут Тахрир. Вместе с ним в СИЗО по тому же делу ждут суда Эмир Усейн Куку, Муслим Алиев и Вадим Сирук. А я говорю, и вообще зачем вы его забираете? Он говорит, как, сейчас он показания даст, и мы, может быть, отпустим, это. Он мне потом через какое-то время перезвонил, говорит, давай, все, тапочки вези там. Короче, вот таким все. И после этого больше мы так только на заседаниях пару раз встретились. Плюс он, председатель общины мусульманской. Мечеть, община, все. А какие здесь могут еще быть организации? Нет такого. Во всяком случае, я бы, наверное, это как-то заметила, увидела и вообще. Потому что все равно это же муж, ты же обращаешь внимание, что читает, куда смотрит, какие передачи, с кем общается вообще, вот как-то так. Я такого вообще нет. Не замечала вообще за ним. Недавно у нас тут мужчина тоже умер, и даже не знали, к кому обратиться.
не знали. Вот он все как-то организовывал. Не знаю, я не могу ничего сказать за него плохое. А как это, за что его так ну какие вот мы террористы? Я не могу этого понять только. Все боимся за своих детей. У меня тоже вот взрослый сын, вот у сестры тоже сын взрослый, зять у меня, у нее тоже зять. И мы боимся за детей уже. Живя здесь, в Крыму, 24 года я здесь живу, и никогда этого в жизни не слышала, чтобы какой-то терроризм там организовался где-то, там еще где-то что-то взорвали. У нас этого не было, и я так надеюсь, что и никогда не будет. В Крыму вдвое увеличили призыв в армию. Об этом заявил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Василий Тонкашкуров. Из Крыма планируется призвать и направить на службу более 1500 юношей, а из Севастополя около 400. 22 марта в Крым приезжал министр обороны России Сергей Шойгу для проверки организации боевой подготовки и хода строительства объектов в частях российской группировки на полуострове. Титомира Неметуллаева подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины. Прокуратура Херсонской области предъявила подозрения по его заявлениям в пользу аннексии в августе 2014 года. Тогда экс-глава Генической райгосадминистрации бежал в Крым. Ему грозит наказание в виде лишения свободы от 3 до 5 лет. Неметуллаев сейчас является председателем пророссийской общественной организации «Карымбырлыгы», которая сотрудничает с оккупационными властями. В Украине он объявлен в розыск по подозрению в организации отправки в Киев отрядов «тетушек» во время Майдана, а также в злоупотреблении служебным положением. Мало еще. Суд над Станиславом Красновым перенесли на 5 апреля. Апелляционный суд города Киева сегодня должен был рассматривать жалобу адвокатов на постановление о заключении Краснова под стражу. Защитники просят изменить меру пресечения на домашний арест. Только заседание началось, как адвокаты попросили перерыв в заседании на 20 минут. Не все успели ознакомиться с материалами дела. Судьи посовещались и решили перенести заседание на следующую неделю. Станислава Краснова обвиняют в терроризме и государственной измене. Мене турбують дійсно головні болі постійні, тому що в мене був сильний струс мозку і, на жаль, ніякого лікування в мене в СІЗО не проходить, тому в мене постійно болить голова, мені дають там якийсь анальгін. Взагалі там в мене був розрив зв'язок на нозі, нога досі болить, були перелами ребра досі болять також. Тобто, звісно, що я краще себе почуваю, тому що більше місяця вже пройшло. Апеляцію подавав адвокат Мамалига. Ми ознайомлені з текстом і позицією адвоката Мамалиги. Це неправильна позиція, що ми не розуміємося в своїй позиції. Треба, щоб всі учасники процесу, а ще є прокурор, а ще є судді. Судді не ознайомлені з матеріалами справи. Що вони роблять? Затягують в даному часі процес. Судді затягують розгляд справи, я рахую. Надають можливість собі підготуватися до розгляду цієї справи. Нам потрібно було 20-30 хвилин. Ми про це зазначили. Государственная пограничная служба Украины раскрыла схему незаконного перегона автомобилей из Крыма. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Олег Слободян. По его словам, несколько нотариусов выдавали поддельные доверенности на право управления и передвижения автомобилей через административную границу Крыма с материковой Украиной. В більшості випадків через адмінмежу переміщувались коштовні автомобілі віком до 5 років. Фіктивні доручення зазвичай видавались за кілька днів до фактичного слідування автомобіля через адмінмежу. Також відмітимо, що упродовж цього року спостерігається зростання кількості випадків виявлення на адміністративній межі з Кримом фіктивних, незаповнених або оформлених з порушенням встановленого порядку нотаріально засвідчених доручень на право керування транспортними засобами. Всього з початку року співробітники Держприкордонслужби вже виявили 60 транспортних засобів з такими документами. Зловмисники використовують доручення, які видані на материковій частині України в той час, коли реальні власники транспортних засобів перебувають на тимчасово окупованій території, а також ті, які згідно єдиного реєстру спеціальних нотаріальних бланків фактично не видавались. У таких діях нотаріусів та осіб, причетних до вчинення цих правопорушень, містяться ознаки злочинів, передбачених відповідними статтями Кримінального кодексу України.
Госпогранслужба Украины провела акцию «Украина без коррупции». По словам начальника Азово-Черноморского регионального управления пограничной службы Андрея Вальчука, пограничники хотят стать примером честных украинцев, достойно выполняющих свои служебные обязанности. Акция «Флешмоб» прошла на пропускном пункте Чонгар. Однако Вальчук пообещал, что подобные акции проведут и на других контрольно-пропускных пунктах на админгранице с Крымом. Сьогодні в нас проходив захід «Україна без корупції». Він заключається в тому, що Державна прикордонна служба, як і весь український народ, хоче жити в вільній, незалежній, багатій Україні без корупції. Для цього ми залучили громадські формування, я маю на увазі культурні, які пропагували Україну без корупції. Роздавали такі от флаєри для того, щоб люди, які їдуть, брали їх, користувалися ними і жили, і прагнули жити в вільній Україні без корупції. Перші такі самі будуть по решту контрольних пунктах в'їзду-виїзду і пунктах пропуска, які на ділянці Азово-Черноморського регионального управления. Бойцы самопровозглашенных республик 49 раз открывали огонь по позициям сил АТО. Атаки ведутся из запрещенного Минскими договоренностями оружия. Одна мина попала в дом с бойцами сил АТО. Известно, что погиб боец Дмитрий Гадзенко с позывным «Годзилла». Бойовики 7 разів цілили з мінометів по рубежах Авдіївки. Вогонь калібру 120 та 82 мм було скеровано проти українських захисників і поблизу Опитного та Пісків. Обстрілюючи наші позиції, ворог ускладнював ситуацію, використовуючи одночасно ще й артилерію калібру 122 мм. Незважаючи на тактику ведення вогню з усіх калібрів одночасно та підвищення інтенсивності обстрілів на окремих ділянках фронту, позиції сил АТО залишилися незмінними. За вказаний період відбулося 49 ворожих обстрілів. К другим новостям. Общественное объединение «Крымская диаспора» будет отмечать в Киеве 2-летие. Организацию создали переселенцы, выехавшие из Крыма сразу после аннексии. В столице в съемном помещении обустроили консультационный центр, где оказывают бесплатную юридическую поддержку переселенцам. Более 50 тысяч переселенцев стали посетителями хаба. И это не просто и далеко не выдача гуманитарной помощи. И у нас, в принципе, концепция нашего пространства связана не с помощью, а с поддержкой. Тренинги, семинары, лекции всевозможные, на которых люди могут получить недостающие им знания и обрести недостающие им навыки для того, чтобы обрести новую работу, уйти в самозанятость, начать предпринимательскую деятельность или продолжить ее. И порядка 70% переселенцев на сегодняшний момент не планируют в ближайшие годы своего возвращения на оккупированные территории Крыма и Донбасса. В Киеве прошла международная конференция «Диалог цивилизации. Вызов 21 века». В частности, говорили о конфликте Россия-Украина. Среди ключевых проблем научной дискуссии – последствия кризиса. Подробности в сюжете. Украина оказалась на грани цивилизации и современных варваров, так считает экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко. Отныне дороги Москвы и Киева разошлись, и договариваться с варваром-агрессором не имеет смысла, утверждает дипломат. Якщо з Путіним говорити мовою сили і ультиматумів, якщо його примушувати до якихось речей, от саме тоді ми зможемо досягти результату. Поки що ні нам, окремо українцям, ні світовому співтовариству це не вдалося. Тому що продовжують вважати, що з Путіним можна домовитися. Це ілюзія. Сейчас Украина выходит из евразийской цивилизации и стремится к европейской, говорят ученые. У украинцев меняется мировоззрение и ценности. Впрочем, это долгий путь, считают ученые, и рецидивы прошлого будут напоминать о себе еще долго, а немалое количество сторонников евразийства останутся в Украине. Україна зараз може називатися транзитною цивілізацією. В неї є мова, є спосіб життя, є свої цінності. Я маю надію, що транзит цієї України буде завершено, але завершено, на жаль, не через рік, через два, а тільки десь через 10-15 років. Ми ж нікуди не можемо діти 8-12% людей, які мають євроазійські цивілізації. Їх не можна депортувати в Росію. На конференции коснулись и религиозной темы. За 2 года оккупации Крыма на материк выехали более 20 тысяч крымских татар.
и изъявили желание создать свой религиозный центр. Кримсько-татарський релігійний центр саме повинен бути в Україні. І потрібно активізувати роботу з тими кримсько-татарськими громадами, які є на території України, які були зареєстровані на території України і діють на території материкової України, організувати ті громади кримських татар, етнічні громади кримських татар стосовно їх релігійного визначення і таким чином вже сформулювати єдине кримсько-татарське управління на території материкової України. Однако отношение к мусульманам в Украине тоже неоднозначное. На востоке и юге страны существуют мусульманские общины, тогда как в центральной части страны и особенно на западе до сих пор много предубеждений и страхов. Эльвина Сидбулаева, Эльдар Асматов, Заман, АТР. Год назад телеканал АТР в последний раз вышел в эфир из Крыма. 31 марта 2015-го сотни тысяч телезрителей наблюдали за последним днем работы первого крымско-татарского телеканала в Симферопольской студии. После аннексии полуострова телеканал АТР оказался одним из немногих средств массовой информации, который продолжал объективно освещать актуальные события в Крыму, в отличие от большинства других каналов и изданий. Администрация АТР неоднократно подавала документы для регистрации канала в аннексированном Крыму. Однако Роскомнадзор не выдал лицензию, и крымско-татарский народ потерял единственный канал, вещающий на родном языке. Но впоследствии АТР переехал в новую студию в Киеве и 20 июня возобновил работу отсюда. Мы пытались всяческим образом сначала договориться, пытались сохраниться, пытались выжить там. И после того, как уже стало невозможно оставаться честным, с одной стороны, и с другой стороны еще и свободным, то есть честно свободным и оставаться в Крыму, это было невозможно. Крым изменился. Меняться вместе с Крымом до такой степени, до какой изменился сейчас Крым, мы не могли. То есть это я допустить не мог, потому что это выше моих сил. Но мы, уйдя с Крыма, сохранили свою честь. Мы остались свободными людьми. Мы пришли сюда, в свободную Украину, в вильную Украину, для того, чтобы вместе с вильной Украиной вернуться в Крым. То есть мы свободные люди в свободной стране будем возвращаться в освобожденный Крым. Для этого мы вышли сюда. Все те, которые пытаются сейчас там, находясь каким-то образом, там, остаться и сохраниться, как вы там хотите остаться, в какой формате, у ног русского мира, хотите вытирать сапоги русскому миру, хотите готовить плов или чебуреки русскому миру, и вы думаете, что вы, сохранившись, а еще некоторые из вас, которые сейчас пошли работать в эти органы, в структуры, в том числе на разные коды ТВ, сейчас там код радио будет открываться, вы думаете, что вы сохранитесь таким образом, вы сохраните народ, вы сохраните муфтият таким образом? Нет, вы ничего не сохраните. Все, что сейчас происходит, это огромная ложь. Народ эту ложь чувствует. Народу нужна правда, народу нужна честность, народу нужна честь, и народу должно быть будущее. Будущее у Крыма с Украиной. Поэтому мы, выйдя сюда, будем возвращаться в свободный, в освобожденный Крым, оставаясь свободными людьми. Все, что мы сделали правильно. Как бы нам больно не было, но мы вернем Крым и вернемся к вам. На этом пока все. Хорошего вечера. Оставайтесь с нами.